капли тяжелой на мокром ветру, весь мир отражая, на миг лишь замру. И, вздрогнув, сорвусь, и сгину в земле, в зеленом весеннем огне, чтоб спеть обо всем, воскреснув и став узорными строками листьев и трав. К смерти близких привыкаешь не сразу, но, говорят, в этом сила человека, в непонимании смерти. И когда вижу синее, оттаившее после долгой зимы небо, вырывается: «Где же ты, папа?» И неожиданно для себя понимаю, почти слышу отцовский голос. Я здесь, в тебе, во всех вас 5, даже в твоем маленьком Левке. Чего Господь мне в душу не вложил, мне, может быть, всего-то надо 2 пары белых сильных крыл, чтоб не было так больно падать. Я думала, естественно, что крылья для полета можно летать вскрыть. Интересный человек. То, что вот сейчас я посмотрел вот его книги, его одну статью, мне кажется, у него кредо была... Он был, конечно, как всякий человек, где-то, понимаете, начало века, и захвативший советскую власть, его, так сказать, начальной стадии молодости, он был романтик. И романтик, к великому нашему, может, сожалению или радости этих людей ушедших, романтик, который был романтик нереалист. Романтизм, я не считаю, что это воздух, понимаете, все мечтают и ничего не выполняется. А эти люди, бедные, были романтики беспочвенные. Они не знали о том, что тот строй, который вот уже 70 лет, они за этот строй а всей душой, всей романтику, всю душу вложили. И у Льва Львовича, вот в его произведениях это видно, что он любил, какая у него была кредо. Он жил возвышенно. И этой болью насытится пространство, стеной стеклянной отодвинет мир, и звезды слезно припадут, как в трансе, глаза вдыхай прохладный. Я дверь распахнул, и сырою прохладой лицо обдало. Здесь мертвый покой, лишь порою врывается ветра крыло. И вспомнил я с болью, тоскою ослепшего в юрте отца, как он, истекая слезою, оставил меха кузнеца. В этих стихотворениях мировосприятие, мироощущение якутского поэта. А второй сборник, где опубликовано стихотворение Льва Габышева, это тоже альманах произведений русских писателей «Боевая молодость». Но рубежом в творчестве Льва Габышева является
Его повесть, написанная на родном языке, повесть «Джолтерде». Она опубликована в 1951 году. Почему я говорю, что это рубеж творчества Льва Габышева? Потому что мы здесь видим писателя, умудренного жизненным опытом, писателя, который умеет воспроизводить правдиво реальную действительность, раскрывать живые человеческие характеры. 50-е годы – это черная полоса в истории развития якутской литературы. Постановление 52 года, когда отвергли основоположников якутской литературы, вычеркнули их из истории литературы. Это, конечно, не могло не сказаться на творческой атмосфере. И вот в этот период вот мы ощущаем какой-то спад в истории литературной, в истории развития литературы. Но жизнь не стоит на месте, писатели создавали свои произведения. И характерно, что многие писатели в этот период обращаются к переводу. И Лев Габышев, писатель, владеющий двумя языками, писатель, который писал одновременно и на родном якутском, и на русском языках, он в эти годы успешно работает над переводами. Он переводит на родной язык произведения украинских поэтов Максима Рыльского, польского поэта Адама Мицкевича. Вот я могу показать вам на родном языке очень интересную публикацию стихотворений украинских поэтов Украины Хуруячилара. В эти годы особое внимание Лев Габышев обращает особое внимание он уделяет переводу якутских поэтов на русский язык, потому что он понимает, что это выход якутской литературы на союзную арену. И Лев Габышев переводит произведения якутского поэта Абагинского. Переводит он прозаиков якутских. Вот в этой книге «Якутские рассказы». Это одна из уникальных, очень интересных книг, где собраны переводы классиков якутской литературы. Мы находим переводы Льва Габышева. Он переводит Николая Денисовича Неустроева, переводит очень талантливых молодых писателей Афанасия Федорова, Дмитрия Тас, ну и своих современников он переводит много, Анастасию Сыромятникову, Сафрона Данилова. Но я должна сказать, что особые связи, особые нити дружеские связывают Льва Габышева с народным писателем Якутии Сороном Амаллоном. В 50-е годы, в начале 60-х годов Лев Габышев переводит сборник рассказов Сорона Амаллона. Вот эта книга переводов рассказов, вышедшая отдельным изданием «Никус», и известную драму Сивцева Амаллона «Кюкюрус, кузнец, Кюкюр». Он мне очень нравился, нравилось мне с ним встречаться, и приятно было с ним, легко было вместе работать и вместе трудиться и о чем-то мечтать хорошем. И, видимо, с этой стороны я, так сказать, подходил к его натуре тоже, потому что я тоже как-то стремился всегда к доброму, чистому и служению, своему народу, посредством хотя бы такой, литературной службы. Он был, поэтом и по душе,
и по призванию. Писал сперва на якутском языке, но сам же выучился русскому языку, литературному, и стал переводить свои стихи и другие произведения других писателей на русский язык, которым владел достаточно хорошо. Он был хорошим человеком, хорошим другом, хорошим товарищем. Его обещанию, его слову можно было верить всегда и положиться на это совершенно честно и уверенно. Ясновидится осень, дальние дали разверст, и под синим откосом обнаженные верст нам о чем-то пророчат. Обильны в августе ночи черные звездной спелости. Это время ясных строчек и прозрения и зрелости. Көндөрү ологолор батак. Ол же көрүнөрүнүгөр фидбек киле ого. Ого болду, фидбек киле хен билген беге хотолганны аксып баттаганы ого дем болду. Ого худда улахан кохаган жала горна жала таденге. Льву Габышеву было всего 22 года, когда его обвинили в антисоветской деятельности. Тогда из Горного района более 10 человек было отправлено в тюрьму. Они обвинялись в контрреволюционной деятельности, шпионаже в пользу Японии и Америки. 1,5 года допросов. В личном деле, которое хранится в Союзе писателей, Лев Львович пишет, что против него не было ни одного доказанного обвинения. Несмотря на это, дали ему 3 года. Это была клевета. 3 года тюрьмы и лагерей. В 1956 году Габышев был полностью реабилитирован. А до этого, с 1942 года по 1956 годы недоверия к писателю. Но несмотря на это, 10 лет он проработал агрономом, работал в Министерстве сельского хозяйства, занимался литературной деятельностью. Это дало ему многое. Выявило такие черты, как стойкость, устремленность к прекрасному. И в его творчестве главные герои – это люди с сильными, несгибаемыми характерами. 60-е годы – это пора зрелости. Это самый плодотворный период в творчестве Габышева. Вот в этот период издаются сборники его пьес «Сулустар», «Эллылар». И особенность драм Льва Габышева – это умение находить острые конфликты, остросюжетность и выпуклость характеров. Особенность драматургического рода заключается в том, что в произведении характеры героев раскрываются в речи действующих лиц, в их поступках. И поэтому от автора требуется очень богатый, образный,
отточенный язык. Вот в произведениях Льва Габышева как раз мы видим умение излагать свои мысли вот так образно, художественная образность речи героев. Это одно из достоинств произведений Льва Габышева. Мы знаем из истории литературы, что очень большой урон развитию литературы нанесла теория бесконфликтности. А Лев Габышев, как человек, знавший хорошо жизнь, вот он умел находить конфликты в нравственной сфере. В его драмах раскрываются или поднимаются актуальные проблемы своего времени, своей эпохи. Он был первооткрывателем такого нового вида искусства, как киносценарии в кинематографе. Вот он написал по роману Николая Якутского «Золотой ручей» киносценарий к фильму «Тайны предков». Я знаю. Ты пришел узнать, почему я не открываю тайну Золотого ручья. Что мне твои тайны? Что мне ручьи? Их тысячи в тайге. Люди умирают от голода. А ты спокойно смотришь на это. Помнишь, как ты мне когда-то говорил? Человек человеку солнце, человек человеку Бог. Или забыл об этом? А ты... Видел ли ты когда-нибудь, как голодные волки дерутся из-за добычи? Я говорю о людях. О людях? Ты молод еще. И мало знаешь. Разные бывают люди. Бывают хуже волков. Я видел таких. Все у них было. Мясо, порох, ружья. Но они убивали друг друга. И все из-за желтых камней. Разве люди убивают друг друга? Ты мне никогда не говорил об этом. Я бы сейчас тебе не сказал. Но ведь ты хочешь, чтобы я открыл тайну предков. Священную тайну. Верно я угадал? И ты мне ее откроешь. Потому что это тайна всего племени. А не только твоя. Говори, Сыдюк. Где ручей? Что? Указать дорогу на ручей, а ты отведешь туда купца? Если ты этого не сделаешь, все люди племени погибнут. Ты это понимаешь? Глупец. Глупец. Ты не знаешь, чего просишь. Я не открою тайну. Никогда. Слышишь? Никогда я этого не сделаю. Наши предки не желали нам зла. Недаром они завещали нам хранить тайну. И я буду ее хранить. Как бы ни была велика тайна, она не дороже человеческой жизни. Я перестал понимать тебя, Сыдюк. Твой разум угас. Твое сердце глухо к людским страданиям. Племя проклинает тебя. Уходи от нас. Уходи. Люди, Уйбанча передал мне вашу волю. Она для меня свята. Я ухожу, но я сохраню тайну племени. Она умрет вместе со мной. Сейчас вы ослеплены голодом и не ведаете, что вас ждет. Страшная беда стоит у самого порога. Все будет уничтожено, и люди, и звери, и земля. И это случится, если я укажу купцу дорогу на ручей, и он найдет там золото. Однажды я уже видел, к чему это приводит.
И не допущу, чтобы такое повторилось. Да пусть лучше я вырву себе язык, если почувствую, что могу нарушить священную клятву, данную мной когда-то духом предков. Дедушка! Ой, Банча, если ты когда-нибудь сам найдешь дорогу на ручей... Чего вы его слушаете? Забудь ее, чтобы не навлечь на себя проклятие. Иначе ты всю жизнь, как и я, будешь нести это тяжкое бремя. Разве есть что страшнее смерти? Ты отвернулся от нас, и мы тебя проклинаем. Уходи. Оставь наше стойбище, Сыдюк. Уходи. Мы проклинаем тебя. Уходи от нас. Уходи навсегда. Эй, стой! Сыдюк! Стой! Подожди меня! Стой! Я хочу проводить тебя, как провожал всю жизнь, когда ты уходил на охоту, и пожелать тебе удачи. Сыдюк! Сыдюк! Постой! Помнишь, в молодости ты делился со мной добычей, а я говорил, что я сам убиваю, хотя в стойбище все знали, что я никакой не охотник. Ты меня не слушаешь. Ты смотришь на Мадута, несчастный человек. У него умер единственный ребенок, которого он много лет выпрашивал у духов. Здравствуй. Здравствуйте. А ведь его сын мог жить. Отныне каждый умерший на твоей совести. Я был вхож в их дом, знал его семью, видел их, дочерей. Их есть 5 человек. И как они жили дома, дружно, хорошо, и воспитание они получили хорошее, прекрасное воспитание, и все они сейчас, так сказать, на своем, по своему призванию и таланту работают, в пользу на ниве просвещения культуры и искусства. Я знал, видел его супругу Наташу, фельдшерицу, которая рассказывала мне, как она была назначена на работу, далекий крайний север, и как она во время пурги и так далее ездила по больным, и как она всякие неудобства путевые, и от мороза, и от того, что заставала их, упряжку собачью или оленью, пурга, и как она много терпела, страдала, но служила честно, чтобы оказать помощь больным северянам. Это она с болью на сердце, но вспоминала как-то гордо, что это она все, так сказать, выслужила самым достойным образом. Она была мягка по душе, оба были очень мягкие люди, добрые люди, очень благожелательные. Чувство благожелательности к людям – это первое достойное человеку качество. Да, и они этим качеством обладали и сумели этим качеством, завоевать симпатию, любовь других людей, которые соприкасались с ними по труду, по работе, по жизни, по общественной социальной жизни.
пришел в «Полярную звезду» и отработал в ней 10 лет. И в прошлом году журнал «Полярная звезда» отмечал свое 30-летие. И вот в такой год мы, конечно, особенно внимательно обратились к истокам журнала. И когда мы отыскали первые номера, то мы обнаружили, что, главным почти человеком, который подготовил эти номера, был Лев Львович Габышев. И вообще он очень много сделал для того, чтобы журнал как-то появился на свет отдельным журналом «Полярной звездой», чтобы он оформился. В то время практически не было школы переводчиков, которая ныне существует. Поэтому он очень многих наших известных писателей, таких, например, как Дмитрия Кононовича Сарона Малона, переводил на русский язык. Ну и кроме того, он в каком-то роде уникальный писатель среди наших и всех якутских писателей, потому что только по его сценарию был снят художественный фильм. И мне кажется, что сам по себе Лев Львович, он вообще был человеком, который не жалел свою собственную творческую энергию для других. Вот как я говорил, он очень много сил отдал переводам, очень много отдавал журналу, очень много вообще отдавал людям. И, может быть, вот поэтому мне даже немного жаль, мне кажется, не произошло полной реализации его как писателя. Вот эту энергию он раздал людям. Но все равно многие его произведения остались, их помнят. И вот сейчас в «Полярной звезде» в журнале, в одном из ближайших номеров, будет впервые напечатана его пьеса «Монастыревская трагедия». Так что он как писатель продолжает жить, и все мы его прекрасно помним. В его произведениях художественных, вот в «Звездах Абаги», например, он говорит о чем, что такое жизнь, почему мы живем-то. Это такой простой разговор, как будто людей простых, почему живем. Вот он так пишет, например. Зачем рождается и живет на земле человек? Бабушка моя говаривала, чтоб только бы прокормиться да приодеться как-нибудь. Некоторые считают, что жизнь должна пройти в богатстве, в радости, в довольстве. Но не для этого живет человек. Смысл жизни человека в устремленности к прекрасному. Глядя на тебя, люди должны радоваться, что ты живешь на земле. А если не так, то уж лучше и не рождаться. И тогда человек будет для другого путеводной звездой. И я верю, придет такая пора. Я так с тобой хочу быть счастливой, хоть на день, на час, наговориться неторопливо и взахлеб, и всласть, надышаться тобой, наглядеться, ненаглядный мой. Ах, бежать мне, как к радуге в детстве, всю жизнь за тобой.